Громкое дело, которое вызвало много споров и недопониманий. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Напомним, что в январе этого года в социальных сетях был опубликован видеоролик о ходе свадьбы, в котором было замечено, что мужчина с духовной фигурой мешает танцевать и петь, отгоняя гостей. Танцы и музыка на свадьбе вызвала гнев у священника. Он начал оскорблять гостей и прогонял людей из дома. Многие критиковали его поведение, намекая на каменный век его мозга, который он живет. Священнослужитель Абдулханон Манонов, Дамуло Абдулханон, осужден за просмотр и распространение видеоматериалов, запрещенного в стране Национального альянса Таджикистана. Об этом заявил адвокат священнослужителя. В начале апреля суд Хатлонской области приговорил 51-летнего Манонова к 6 годам колонии, признав его виновным в призывах к экстремизму. Сообщалось также, что Дамуло Абдулханон осужден за попытку разогнать танцующих гостей на свадьбе своего племянника. Адвокат Саид Джабор Алиев в телефонном разговоре 14 апреля прокомментировал приговор Абдулханону Манонову. В ходе судебного процесса стало известно, что мой подзащитный зарегистрировался на YouTube под ником Муло Абдуло и распространял видеоматериалы Национального альянса Таджикистана. Я назвал бы приговор несправедливым и слишком суровым, если бы он был вынесен на основе поступка моего подзащитного на свадьбе. Разгон танцующих на свадьбе – это всего лишь мелкое хулиганство, но речь идет о распространении видеороликов, запрещенной в республике организации, пояснил адвокат. Национальный альянс Таджикистана был создан в сентябре 2018 года в Варшаве 4 таджикскими оппозиционными организациями, действующими за рубежом. В объединение вошли партия Исламского возрождения Таджикистана, Движение за реформы и прогресс, Форум свободомыслящих Таджикистана и Ассоциация мигрантов Центральной Азии в Европе. 15 августа 2019 года Национальный альянс Таджикистана был признан Верховным судом Таджикистана террористическо-экстремистским объединением. Его функционирование на территории страны запрещено. Руководители решения о запрете организации считают необоснованным. Согласен ли его подзащитный Абдулханон Манонов? С приговором суда адвокат не рассказал. Родные священнослужителя от общения с журналистами отказались. В январе этого года в сети появилось видео, где священнослужитель Абдулханон Манонов пытался запретить гостям петь и танцевать на свадьбе своего племянника, разгонял их и нецензурно выражался в их адрес. Видео вызвало возмущение и негодование у многих пользователей соцсетей. Священнослужитель Абдулханон Манонов в подготовленном пресс-центром МВД Таджикистана телесюжете раскаялся в содеянном и заявил, что погорячился и надеется, что люди простят его за его поступок. Как вы относитесь к такой ситуации и к приговору? И как вы относитесь к таким организациям, которые действуют за рубежом и пытаются помочь своей стране? Видите ли вы в них какой-то толк или их правильно называют экстремистскими в Таджикистане, и их пора закрыть? Свое мнение по поводу всего этого и особенно активистов напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!